Здравствуйте, меня зовут Анна Фронов, и я представляю работу по зову сердца «Школа жизни северных собак». В нашей гимназии уже более 10 лет реализует международный сетевой проект «Школа жизни на севере». Тема проекта подтолкнула нас к идее проведения исследовательской работы о северных ледовых собаках. Якутской собаке Пусток из одноименной повести Николая Логинова и Бал, ледовой собаки, спасшей жителей города Ном, штата Аляски, США, от дифтерии. Цель – показать силу духа северных собак с неугасимой надеждой в сердце. Гипотеза исследования. Образ северных ледовых собак несет в себе глубокий человеческий смысл. Аляска и Якутия во многом очень схожи, занимают северную территорию, славны своими природными богатствами, а также не менее известны северными ледовыми собаками. В повести «Кусток» изображается жизнь холодной тундры. Писатель повествует о жизни и доле упряжных собак. После прочтения повести о ледовой собаке Кусток вспоминается реальная история, которая произошла в далеком 25 году в крохотном городке Ном на краю Аляски. Там разгорелась эпидемия дифтерии, и чтобы доставить жителям спасительную сыворотку, 20 командам ледовых собак пришлось преодолеть более 1000 километров по снегу и льду. Далее в таблице приводим условия жизни, породу, характер этих двух северных ледовых собак. На основании сравнения двух северных ледовых собак пришли к следующим выводам. Мы узнали, что климатические условия жизни северных собак примерно одинаковые. Обе собаки проживали в резко-континентальном климате. Пустук не упряжная собака, а Балта отличный ездовой пес. У них совершенно разные судьбы. Но в них подчеркнут лучший характер собаки. Ум, выносливость, преданность и надежность. И все эта надежда никогда не пустая. Они действуют по зову сердца и столько переносят все невзгоды, тем самым входят в суровую северную школу жизни. А в какой-то мере даже лучше, чем человек. Ведь собака оказалась выше человека по гуманным соображениям. Таким образом, сравнительный анализ северных и ледовых собак создает образ, который несет в себе глубокий человеческий смысл. Спасибо за внимание.